прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дань памяти героям. Региональный общественный фонд оказал денежную помощь семьям погибших в зоне спецопераций во всех муниципалитетах. С подробностями моя коллега Медина Мударова. Патриоты Отечества. Вся страна уверена в своих сыновьях и нашей победе. Очередная многонациональная группа добровольцев вылетела из Грозного в зону СВО. Поделимся настроем бойцов. Будьте физически активны. Остеопороз – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое проявляется снижением костной массы. Всемирный день борьбы с остеопорозом отметили в Республиканском эндокринологическом диспансере. Расскажем, что нужно знать о коварном заболевании, чтобы не подвергать себя опасности. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал очередную финансовую помощь семьям погибших участников СВО. Конверты со средствами родственникам передавали во всех муниципалитетах. Репортаж Медины Мударовой. Денежные средства передают вместе с искренними словами соболезнования. Эти люди потеряли родного человека. Боль утраты не сравнить ни с чем. Но руководитель регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна пытается облегчить жизнь семьям, оказавшимся без кормильца. Очередная благотворительная акция прошла во всех районах республики. Жители Наурского района благодарят за финансовую поддержку, ведь сейчас она так необходима. Помощь оказывать еще и еще. Царь тергую, шейгда лугда докцар. Да, мокшал шлойл хцан безиндил, да рези хилхцуна. Айманина. Рамзан массана да рез хилх. Царь внимание докум доктун. Поддержка оказывается на постоянной основе. Несмотря на тяжелую утрату, семьи искренне благодарят руководство субъекта за заботу и внимание к каждому. Жители неустанно ждут и молятся за сыновей чеченского народа, которые прямо сейчас сражаются с врагами. Семьи благодарны за оказываемую поддержку и говорят, что трудности не так страшны, когда есть региональный общественный фонд, который готов поддержать в любую минуту. Царсах всех дашь, что тон кунахазнесан на остал хулгука хул аладел рейс хил ваймех гдейн Рамзана тюнана тюндюзеланд ира везандел. Рейс хул дитчо штат хауш тутхуг да именно сага хакоч дуэн тергу яш ту рейс хулсон. Да обл саг дуэл хада вай пача шу везандел вокундела итами баан вай нахчик энти мокс мяст берзил خذ طولن بخن توام دا بيزن وزندل وقندلا تو пача да саг шу да саг тадни хуман саюк якняс. Абсолютно все районы и населенные пункты республики. Помощь получила каждая нуждающаяся семья. Региональный общественный фонд и далее намерен протягивать руку помощи в каждый дом. Подвиг чеченских воинов не забудется никогда. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Новая группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. В столичном аэропорту перед отправкой на передовую новобранцы, в числе которых и уроженцы Чеченской Республики, построились на плацу. Все они прошли ускоренный курс огневой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудеремесе и пополнят ряды спецназа «Ахмат». Вопрос обеспечения контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводить бойцов прибыли должностные лица. Мы защищаем то право, самое первое, это быть людьми с традиционными ценностями, веру в Божье Писание, чтобы наши дети тоже таким же образом росли и жили, и передавали то, что они от нас получали. Ну, вы сами знаете, видите, что есть те, которые называют себя людьми. Ну, какие они люди и какие у них жизненные принципы, вы это все сами видите и наблюдаете. Бойцы, вы уже к вечеру поступаете в распоряжение командиру легендарного нашего спецназа «Ахмат», генералу Героя России Аптею Алавдинову. Поддерживайте друг друга. Братское плечо, тем более в зоне проведения СВО. Не мне вам рассказывать. Мы все это прошли и знаем, что это дорогого стоит. Многие из бойцов не впервые участвуют в СВО и имели опыт ведения боя в горячих точках. Отметим, что число добровольцев, отправившихся из Чеченской Республики на передовую, превысило 14 тысяч. Подразделение «Ахмат» на самом деле гремит по всей стране. Его знают не только в Чеченской Республике, но и во всех регионах нашей страны. Оно имеет устойчивую репутацию, и эта репутация оправдывает себя. Подготовка занимает короткий срок, но она крайне емкая, важная и нужная. С удовольствием ждем момента отправки. Пришли печальные вести. В возрасте 73 лет ушел из жизни журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов. Порядка 50 лет он посвятил отечественной журналистике. В самые сложные годы был одним из немногих людей, который передавал информацию из разрушенного Грозного. Репортаж родового селения «Новые Атаги», где проходит траурная процессия Турпала Тайсумова. Известный чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримова знали не только в субъекте, но и во всей стране, и даже за ее пределами. С начала нулевых годов он был членом команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. С 2009 по 2020 год занимал должность пресс-секретаря руководителя региона Рамзана Кадырова. Политик в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования родным и близким Альви. По воле Всевышнего его не стало в возрасте 73 лет. Не стало человека, целиком и полностью посвятившего всю свою жизнь не только чеченской, но и в целом российской журналистике. Для меня он прежде всего был выдающимся сыном чеченского народа, который с первых дней показал себя преданным и верным соратником моего любимого отца, нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Альви Каримова. В родовом селении Новые Атаги собрались не только родственники и близкие друзья, но и люди, с которыми он разделял свою профессиональную деятельность, работая собственным корреспондентом РИА Новости и агентства Интерфакс на Северном Кавказе. Члены большой семьи и родственники вспоминают Альви как исключительно добропорядочного и отзывчивого человека. دقوا ناخ حبيح كنشار ويش كرتدي شيء حبيح كنشنا ديش دو تيوشلش تار حقوي ترق إيميل نا واسط خلا إيميل تيش بخلا إيميل بوصل بخلا إيميل ديكنا واسط خلا كوميرش خلا جيوش دا حقوش توصير تها شادينك دين إلستغواتيز نا دين دولق إحالة دقن ديت نواتز أتستغن غوق ديش خيناها أتستغن خات خويتش دينتسو غوق دقمتش كغوقش دينتسو نارن خات غوقش شاليلينك قيل دقنو دال مبوخ سوجيم وجدو دا إجرجر وآلر دزل خيتش ليلا وصو
да гештелцун да вирзимет где алем. Его труды в разные годы были поощрены наградами и званиями. Кавалер ордена Кадырова, почетный гражданин Чеченской Республики, заслуженный журналист региона, становился обладателем гран-при международного конкурса «Золотое перо». Однако, несмотря на все это, односельчане рассказывают о нем как о скромном и религиозном человеке, любившего свою профессию. أستن ديك استجور كورم تلوش جوزلوش استجور أبرزون استجور تاقو يرتع دولش غلقي حق ناغن إيش أبيش نا غلقي حاجة حش كيد مرزقوش شيجر غيبتوش ناغن ليردوش ناغن سمرشوش تيش ميوش ديك استجخلر إتيوش ودسو سنده تاقا تخون إيش تجور قز تخونا بق إيش مخليق تخوني قيد عو غربا عندولش. В памяти жителей Чеченской Республики он навсегда останется целеустремленным и богобоязненным. Кончина Альви Ахмадовича стала большой утратой не только для его родственников, но и для всей творческой интеллигенции, ярчайшим представителем которой он являлся многие годы и оставил после себя богатое наследие в виде журналистских и художественных работ. Турпа Лалит Айсумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. Коллектив нашей телерадиокомпании выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Альви Каримова. Аллах Гечтуайл. Продолжаем выпуск. В парламенте Чеченской Республики состоялось 56-е заседание. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике с целью приведения закона республики в соответствии с законодательством России. Также была затронута тема присвоения наименования образованному населенному пункту Мержия. Депутаты проголосовали и за переименование Моцкоройского сельского поселения в Терлойское с административным центром в селе Терлой. Завершая заседание, Магомед Даудов напомнил, что по призыву главы республики жители собираются на тахаджуд-намаз и просят за братьев в Палестине, которые сейчас находятся в несправедливом и сложном положении, и парламентарии не должны оставаться в стороне. شنمها أرى رمزان حقيقي قمسة عورنا موسوعة روزبن مجد قاو شقيتي ديش تواجد لامزدو لامز ديلي حصلوش ديلي ديوش وي فلسطيني عبولة وي بوصل بويجري وش اتس بالي حلق باخ ديش دعدو دا مقلع وي مكاحة يقيقن بعندوش شون شينا جينا مسانا تواجد لامزن يعور لامزن تيجي كلش دول أدم ديونا ماجد شو تسقيش دو الحمد لله دال خاصة بو تسوه قاعد وين إذا تدلع تيجي دغر ويبوصل بيجي بيغر وين حق دوخوش ديون حق تلاتر شغل ديونا ورسي ما تالش تا بزرز ليشنا داتس وين ويجي بولش دول حل عجل وعش دول ويبتشاق بتش سو ديونا الدنيا مسنا قزاقش بوصلنا تعليلوشك خارتويو تيجر عازب زرلاتوش دول سان تعليل شو خارتو تصاد عيريات شي سيات سدما غوديا اون و امالات ريزوليوت قوتشين تيجا شي باتشاق جوكتي بوصلنا فلسطينسي اتسديش برت خربات ادديز بوش ايقيقان بياشويغا بوصلنا ديو حيز مبيه اش ليلو خارتو يبوشيغا شون ما قال وي президент والله ديونا بيجي دال خاصة مبوز. Всемирный день борьбы с остеопорозом отметили в Республиканском эндокринологическом диспансере. Кампания направлена на улучшение осведомленности о профилактике, диагностике и лечении данного недуга. Его образно называют тихой эпидемией 21 века, и это не случайно. Он занимает 4-е место по смертности. Какие профилактические мероприятия необходимо предпринять для предотвращения заболеваний, расскажет Наталья Депутатова. В этот день врачи всего мира объединяются, чтобы обсудить проблему остеопороза и других заболеваний костно-мышечной системы. Чаще всего он развивается с возрастом, и ему больше подвержены люди за 50 теми или иными хроническими заболеваниями. С 1997 года остеопороз отмечают во всем мире под гидой «Любите кости». В нашей России, в стране, отмечают остеопороз 2005 года. Целью
этого мероприятия является осведомленность населения, дабы наши лица, особенно лица пожилого возраста, знали, с чем они сталкиваются и какие меры профилактики необходимо провести. На сегодняшний день можно сказать, что в мире насчитывается около 13, более даже 13, можно сказать, миллионов человек, страдающих остеопорозом. Это болезнь разрежения и истончения костной ткани, в результате чего кости ломаются даже от небольшого толчка или падения. Чаще всего человек узнает о заболевании просто на обычном приеме у терапевта. Это полифакторное заболевание, которое выражается в недостатке кальция в костях. И зачастую такие пациенты приходят в большинстве случаев с ожирением, но с метаболическими нарушениями. И когда к нам такие пациенты приходят, естественно, у них бывают жалобы по типу боли в спине, в конечностях, в суставах боли бывает, повышенная ломкость бывает. Соответственно, мы таких больных отправляем на дообследование. Сдаем на кальций, отправляем на денситометрию и последующим по результатам обследования и анализов направляем к эндокринологу на дальнейшее дообследование и лечение. Остеопороз редко сразу проявляется, это одна из его угроз. Косвенными симптомами могут стать частые переломы, уменьшение роста, появление сутулости, выпадение зубов. Точно определить заболевание помогут только лабораторные анализы. Для того, чтобы снизить факторы риска развития остеопороза, в первую очередь, конечно, следует следить за своим здоровьем и своевременно проходить диспансеризацию. Опытные врачи помогут поставить точный диагноз, если вы уже обнаружили у себя некоторые симптомы заболевания. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей. Эту тему обсудили на круглом столе Чеченского регионального отделения Союза женщин России совместно с родительским клубом «Синьохо». Мероприятие прошло в стенах Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Собравшиеся отметили, что вопросы семьи и школы становятся все более актуальным. Отсутствие контактов родителей с учебным заведением, а также несогласованные действия образовательного учреждения и взрослых наносят ущерб обучению и воспитанию ребенка. В ходе дискуссии были обозначены основные задачи для сторон, а также предложены ряд мероприятий, которые будут оказывать эффективное воздействие на формирование положительных качеств ребенка, становление его характера, обучению нормам нравственности, а также возникновению новых способов мышления. Мы сами понимаем, дети у нас подвержены минусовому, так скажем, влиянию, тому, что в телефонах, в компьютерах негативное все как-то впитывают. А мы стараемся как-то все это в своих действиях, в своих работах как-то настраивать нашу молодежь совсем в другом направлении. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.